Шимшбзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на втором онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара. Автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза БСЖ. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза БСЖ и Алашара во всех социальных сетях. Подписывайтесь на группы Абаза БСЖ и Алашара, ставьте лайки и комментируйте видео. Итак, на сегодняшнем занятии мы с вами познакомимся с личными и притяжательными местоимениями на абазинском языке. Также узнаем простые правила чтения и сделаем пару упражнений. Личные и притяжательные местоимения. Прежде чем начать их изучение на абазинском языке, я предлагаю вам рассмотреть их на русском, чтобы мы с вами вспомнили, о чем речь. Итак, местоимения бывают личные и притяжательные. Личные местоимения – это местоимения «я», «ты», «он», «она», «мы», «вы», «они». Притяжательные местоимения – это местоимения «мой», «твой», «его», «ее», «их», «ваш», «наш». Начнем сегодняшнее занятие с личных местоимений единственного числа. Я сейчас вам зачитываю местоимения, вы их старательно записываете. Сара, вара, бара, яра, лара. Сара – это я. Вара – это ты по отношению к мужчине. Бара – это ты по отношению к женщине. Яра – он, лара, она. Обращайте внимание, что у личных местоимений единственного числа в абазинском языке есть короткие формы. Например, сара – короткая форма са, уара – короткая форма ва, бара – короткая форма ба, яра, он, лара – короткая форма ла. Итак, личные местоимения множественного числа следующие. Хара, мы, шара, вы, дара, они. Обратите внимание на звук х в слове хара. Этот звук пишется как х с палочкой. Звук ш в слове шара пишется как ш в. Хара, краткая форма ха, это мы. Шара, краткая форма ша, вы, дара, они. Здесь нет краткой формы. Теперь приступим к притяжательным местоимениям. Сначала вернемся к таблице и вспомним, о чем речь. Притяжательные местоимения – это местоимения мой, твой, его, ее, их, ваш, наш. В абазинском языке притяжательные местоимения передаются при помощи префиксов, которые присоединяются к существительным. Смотрите, префиксы – это средний столбик, а префиксы, уже присоединенные к существительным, это последний столбик. Видите? Итак, смотрите, личное местоимение сара, ему соответствует префикс «с». Префикс «с» прибавляем к существительному, получаем скт, мой аул. Пара, ты женского рода. Префикс, который ему соответствует, префикс «б». Префикс «б» прибавляем к существительному кт, бкт, твой аул по отношению к женщине. Уара, ты, мужского рода. Префикс, который ему соответствует, это префикс «в». Префикс «в» прибавляем к существительному «кт», получаем твой аул, мужского рода. Лара, она, да? Префикс «л», который соответствует этому личному местоимению. Прибавляем этот префикс к существительному «кт», получаем ее аул, лкт. Яра, префикс, который соответствует этому местоимению, префикс «е». Ект получается, когда мы прибавляем префикс «е» к существительному «кт», его аул. Шара, вы, префикс «ш». Прибавляем префикс «ш» к существительному «кт», шкт, ваш аул. Дара, они, префикс «р», ркт получается. Префикс «р» прибавляем к существительному «кт», получается их аул. Еще раз повторим, как образуются притяжательные местоимения в абазинском языке. Значит, мы берем префикс, который соответствует личному местоимению, прибавляем этот префикс к существительному, и получается притяжательное местоимение.
В абазинском языке притяжательное местоимение может предшествовать полная или краткая форма личных местоимений. Здесь мы видим это на этой схеме. Личное местоимение зелененьким вверху. Может быть полная форма, например, сара, а может быть и краткая форма са. Все эти формы, они грамматически верные. Разберем теперь каждый случай в отдельности. Сара скт, мой аул. Как мы образовали это выражение? Сара, мы взяли личное местоимение я. Потом взяли префикс, который соответствует этому местоимению с, вот выделено желтеньким. Прибавили этот префикс к существительному кт, аул, получили сара скт, мой аул. Барабкт, та же самая логика построения. Взяли личное местоимение ты, женского рода, взяли префикс, который соответствует этому личному местоимению, префикс б, прибавили его к существительному кт. Получилось бара кт, твой аул. По отношению к женщине мы так говорим. Варау кт. Мы взяли личное местоимение вара, которое переводится как ты, по отношению к мужчине. Взяли префикс, который соответствует этому личному местоимению, префикс в. Прибавили этот префикс к существительному кт, аул. Получили что? Вара укт, твой аул. Лара лкт, лара лкт, ее аул. Мы начали с того, что взяли личное местоимение она, лара. Посмотрели, какой префикс соответствует этому личному местоимению. Префикс «л». Прибавили префикс «л» к существительному, о котором идет речь. Получается лара лкт, ее аул. Запоминайте эту конструкцию, я подробно ее разбираю для того, чтобы она у нас с вами дошла до автоматизма, и мы бы каждый раз ее не вспоминали. Харахкт, наш аул. Хара, мы. Хкт, наш аул. Как мы образовали эту конструкцию? Хара – это личное местоимение мы. Мы посмотрели, какой префикс соответствует личному местоимению мы по табличке. Это префикс х. Префикс х мы прибавили к существительному кт. Хкт – наш аул. Получается хара хкт, наш аул. Шарашкт – ваш аул. Личное местоимение вы, шара, префикс, который ему соответствует, префикс ш, прибавляем к существительному кт. Получается шарашкт, ваш аул. Дараркт, их аул. Дара, они, префикс, который соответствует этому местоимению, префикс р, прибавляем к существительному кт, получаем дара, ркт, их аул. Молодцы. Вот так вот незаметно прошло время, и мы с вами уже разобрали личные местоимения единственного числа. Мы разобрали с вами личные местоимения множественного числа и разобрали, как образуются притяжательные местоимения в абазинском языке. Сейчас давайте мы с вами повторим. Значит, личные местоимения единственного числа – это сара, я, вара, ты по отношению к мужчине, бара, ты по отношению к женщине, яра, он, лара, она. Сара, я, вара, ты по отношению к мужчине, бара, ты по отношению к женщине, яра, он, лара, она. Я вам зачитываю, а вы старайтесь и записывайте все местоимения, которые сегодня мы встречаем. И помимо не только местоимения, а вообще все слова, которые встречаются на слайдах. Теперь разберем личные местоимения множественного числа. Хара, мы. Сразу обращаем внимание на звук х, который пишется как х, палочка. Хара, мы, дара, они, шара, вы. Обращаем внимание на звук ш, который пишется как ш, в. Шара, вы. Хара, мы, дара, они, шара, вы. Теперь повторим притяжательные местоимения. Сараскт, мой аул. Вараукт, твой аул. Барапкт, твой аул по отношению к женщине. Значит, как мы образуем притяжательные местоимения? Мы берем личное местоимение, смотрим, какой префикс ему соответствует, прибавляем этот префикс к существительному и получаем
В данном случае мой аул. Сараскат – мой аул. Да? Вараукат – твой аул по отношению к мужчине. Барапкат – твой аул по отношению к женщине. Сараскат – мой аул. Вараукат – твой аул по отношению к мужчине. Барапкат – твой аул по отношению к женщине. Ярайкат. Что мы здесь сделали? Мы взяли местоимение «он», посмотрели на префикс, который ему соответствует, префикс «е», прибавили префикс «е» к существительному «кт» аул, получили его аул. Ларалкат, мы взяли местоимение «она», посмотрели на префикс, который соответствует местоимению «лара», это префикс «л», прибавили этот префикс к существительному «кт», получили ларалкат, ее аул. Харахкат, наш аул, та же самая логика построения. Хара – личное местоимение, префикс, который соответствует этому местоимению, префикс «х», прибавили к существительному «кт», получили харахкат, наш аул. Шарашкат – ваш аул. Шарашкат – ваш аул. Личное местоимение шара – вы, которому соответствует префикс «ш», прибавили к существительному «кт», получили шарашкат, ваш аул. Дараркат – их аул. Личное местоимение дара – они, которому соответствует префикс «р», прибавили к существительному «кт» и получили их аул. Шарашкат, дараркат. Шарашкат – ваш аул, дараркат – их аул. Молодцы, отлично поработали. Сегодня мы с вами разобрали очень хорошую тему, личные и притяжательные местоимения. Теперь я предлагаю вам сделать небольшую паузу. Немножко мы с вами передохнем, а потом приступим дальше к занятию. Смотрите, какая теперь перед нами задача. Нужно посмотреть на картинку и описать ее. Какие слова приходят вам на ум? Используете ли вы визуальные образы, или вам кажется, что вы слышите шум воды, а может быть, картина навевает на вас какие-то воспоминания? То, как вы описали картину, поможет вам понять, как вам лучше и легче усваивать информацию. Итак, сейчас подумайте о нескольких предложениях, с помощью которых вы описали бы эту картину, а я пока приступлю к оглашению результатов этого небольшого теста. Итак, если вы при описании картины использовали больше визуальные какие-то образы и глаголы, скорее всего, вы визуал. Для того, чтобы вам лучше учиться, вам обязательно нужны красочные визуальные материалы. Для того, чтобы что-то запомнить, вам обязательно нужно это записать, как-то схематично хотя бы набросать. Если же вы использовали слуховые глаголы какие-то, то, скорее всего, вы аудиал. Вы из тех людей, которые приходят на лекцию, и вам достаточно того, что говорит преподаватель, при условии, что вы, конечно, записываете для себя выводы из того, что он говорит. То есть вы информацию воспринимаете в основном на слух. Есть еще кинестетики. Как узнать, что вы кинестетик? Предположим, при описании картины вы использовали какие-то глаголы, которые описывают чувства, эмоции, говорили о каких-то приятных воспоминаниях, которые на вас навевает эта картина. Тогда, скорее всего, вы кинестетик. Кинестетикам для успешной учебы рекомендовано использовать какую-то легкую музыку при обучении, делать частые короткие перерывы со сменой деятельности. Например, 15 минут усиленное занятие, 2-3 минуты, 5 минут, например, там, поотжиматься или что-то, должна быть именно кардинальная смена деятельности. Очень помогает, конечно, кинестетикам, если они записывают информацию. Конечно, надо сказать, что чистых таких типов среди нас немного, в основном мы представляем собой смесь этих трех типов. И если бы мы задались с вами целью вывести такую золотую формулу, которая принесет нам успех в этом курсе, то можно было бы сказать, что обязательно нужно читать на родном языке как можно больше. И обязательно нужно писать. Каждая возможность писать на родном языке, используйте ее по максимуму. Для того, чтобы лучше запоминать информацию, нужно обязательно делать короткие перерывы.
Именно поэтому мы с вами сейчас позанимались и выучили грамматические конструкции, да, как образуются местоимения, что такое местоимение. И сейчас мы делаем с вами вот такой полуразвлекательный перерыв, потому что на самом деле он не совсем развлекательный, он для нас полезен. И, конечно, большое значение имеют вознаграждения. Сегодня мы с вами выучили очень важную тему. Мы разобрались в том, как образовывать местоимения. Это больше, чем мы, например, многие из нас знали до занятия. Соответственно, это хороший повод порадоваться за себя и, возможно, сделать что-то приятное, что вы любите. Теперь, чтобы не быть с вами голословными, давайте сразу приступим к занятию. Занятие у нас заключается в том, чтобы переписать фразы, которые сейчас нам будут встречаться. Переписывание на абазинском языке аквелара. Обратите внимание на некоторые новые звуки, которые выделены голубым и синим цветом. Звук Х пишется как Х, твердый знак. Звук Г пишется как Г, палочка в. Звук Г пишется как Г, палочка. Я думаю, вы слышите разницу между звуком Г и Г. Г – это Г-палочка В, Г – это Г-палочка. А звук Х – это Х твердый знак. Аквелара. Приступим. Щемтабзи – доброе утро. Мышбзи – добрый день. Омшбзита – доброго дня тебе к мужчине. Бомшбзита – доброго дня тебе к женщине. Щемтабзи – доброе утро. Мышбзи – добрый день. Умшбзита – доброго дня тебе к мужчине. Бомшбзита – доброго дня тебе к женщине. Здесь, пока вы переписываете, я вам хочу обратить ваше внимание. Помните, на прошлом занятии мы проходили, как читается буква «ы». И мы говорили, что читается она мягче, чем в русском языке. Вот послушайте. Я зачитаю, а вы просто обратите внимание, как мы ее читаем в абазинском языке. Щемтабзи, мышбзи, омшбзита, бомшбзита. Очень мягко, правда? Бзила, до свидания. Уабау, ты откуда? К мужчине. Бабау, ты откуда? К женщине. Бзила, до свидания. Уабау, ты откуда? К мужчине. Бабау, ты откуда? К женщине. Бзила, до свидания. Уабау, ты откуда? К мужчине. Бабау, ты откуда? К женщине. Итак, что молодцы. Сейчас мы с вами позанимались, сделали небольшое упражнение на переписывание. Самое время познакомиться с новыми правилами чтения. Приступим. Звук Г читается чуть иначе, чем в русском языке. Послушайте. Гара, колыбель, ага, много, бага, леса. Гара, колыбель, ага, много, бага, леса. Звук Х. Звук Х в абазинском языке эта буква читается двояко. В заимствованных словах она читается так же, как и по-русски. Хор, халат. В абазинских словах звучит ее звонкий вариант. Хан, пила, хсра, стрельба, хар, кружево, тюль. Хан, пила, хсра, стрельба, хар, кружево, тюль. Есть еще третий вариант. Третий вариант – это слова исключения. В ряде слов буква Х читается с полотизацией, то есть со смягчением. Хяма – чужой, посторонний. Хябза – обычай, традиция. Хия – невинный, правый. Хяма – чужой, посторонний. Хябза – обычай, традиция. Хия – невинный, правый. Хяма – чужой, посторонний. Хябза – обычай, традиция. Хия – невинный, правый. Эта буква образуется из двух букв Т и Л. Эта буква читается как глухая согласная Х со смягчением. Губы растягиваются как при улыбке. Шапат – чулок. Твердый знак. Эта буква имеет в абазинском языке отличие от русского языка. Звуковое соответствие гортанное, похожее на произношение буквы А в русском языке. Аза – умелец, аса – спокойный, араа – здесь.
аза умелец, аса спокойный, араа здесь. Повторим сейчас, значит, основные правила чтения. Аза, хяма, хар, гара, хор. Сейчас сделаем еще одно упражнение аквелара, переписывание, да? То есть сделаем упражнение на переписывание, еще одно. Еще раз обратим внимание на 3 новых звука в слове аквелара. Звук х, твердый знак, звук г, палочка в, и звук г, палочка. Приступим. Хш, молоко, ахрат, иной мир, сахща, сестра, ванхща, твоя тетя, бага, леса. Хш, молоко, ахрат, иной мир, сахща, сестра, ванхща, твоя тетя, бага, леса. Хш, молоко, ахрат, иной мир, сахща, сестра, ванхща, твоя тетя, бага, леса. Молодцы. Продолжаем, переписываем. Айту утюг, аса скромный, чуан котел, яра он. Айту утюг, аса скромный, чуан котел, яра он. Айту утюг, аса скромный, чуан котел, яра он. Теперь мы с вами прошли сегодняшнее занятие. Нам осталось только закрепить пройденный материал. Сегодня мы не только узнали, как называются местоимения на базинском языке, но и узнали, что нужно делать, чтобы эффективнее учиться. Это пригодится нам не только в рамках этого курса, но и в учебе, в институте, на работе или на любой другой работе. Итак, вспомним, что сначала вспомним личное местоимение единственного числа. Сара, я, вара, ты, бара, ты, яра, он, лара, она. Сара, я, вара, ты по отношению к мужчине, бара, ты по отношению к женщине, яра, он, лара, она. Личное местоимение множественного числа. Хара, мы. Обращаем внимание на звук х, палочка. Хара, мы. Дара, они. Шара, вы. Шара, звук ш, в. Пишите как в. Шара, вы. Хара, мы. Дара, они. Шара, вы. Вспомним теперь, как образуются притяжательные местоимения в абазинском языке. Притяжательные местоимения образуются с помощью префикса, который соответствует, который берется который соответствует часто первой букве личного местоимения, да, такая небольшая подсказка, за исключением местоимения дара, которому соответствует префикс р. В данном случае сара, скт. Мы берем личное местоимение сара, которому соответствует префикс с, прибавляем его к существительному кт и получаем сараскт, мой аул. Вараукт. Мы берем личное местоимение ты мужского рода, префикс о, который ему соответствует, прибавляем к существительному кт, получаем вараукт, твой аул по отношению к мужчине. Барабкт. Бара – это ты, личное местоимение, которое переводится как ты по отношению к женщине. Этому местоимению соответствует префикс б, прибавляем этот префикс к существительному к, получаем барабкт, твой аул. Сараскт, мой аул, вараукт, твой аул, барабкт, твой аул по отношению к женщине. Ярайкт. Берем местоимение яра, он, соответствующий префикс е, прибавляем к существительному кт. Ярайкт получаем. Это его аул. Ларалкт. Местоимение лара, она, соответствующий префикс л, прибавляем к существительному кт. Ларалкт, ее аул. Хара, мы, соответствующий префикс х, прибавляем к существительному кт. Хара, хкт, вот что у нас получается, наш аул. Шарашкт, ваш аул. Шара – это вы, соответствующий префикс – это префикс ш, прибавляем к существительному кт, получаем шарашкт, ваш аул. Дараркт, дара – это местоимение, которое переводится как они, соответствующий префикс р, прибавляем к существительному кт, получаем дараркт, их аул.
Шарашкыт ваш аул, дараркыт их аул. Молодцы! Отлично сегодня поработали. Напоминаю вам, что для того, чтобы легче запомнить новые слова и выражения, необходимо их записывать и обязательно просматривайте свои записи ежедневно. Для того, чтобы вы ощутили прогресс, достаточно заниматься ежедневно по 3-5 минут. Это гораздо продуктивнее, чем полчаса от случая к случаю. Регулярность – самое главное в обучении. Вы сами не заметите, как ваш активный словарный запас стал расширяться, и вам станет легче разговаривать на родном языке. Напоминаю, что этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза БСЖ и Алашара во всех социальных сетях. Подписывайтесь на группу Абаза БСЖ и Алашара, ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах дусрасхад, Адзира Кушина.